В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В оперштабе Якутии рассказали об изменениях в симптоматике COVID-19. Госавтоинспекция вводит новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Выставка якутских ножей и сельхозпродукции проходит в столице республики. Мероприятие посетил исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев. Третью вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании по теме обращения вакцин. Ее разработал Центр имени Чумакова. Первые 120 тысяч доз препарата «Ковивак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта. Тем временем якутян призывают не тянуть с обращением за медицинской помощью при одышке. Заболеваемость новой коронавирусной инфекции идет на спад. Однако тяжелых больных не становится меньше. Об изменении клинических проявлений COVID-19 говорили на очередном заседании оперативного штаба, прошедшем под председательством главы республики Айсена Николаева. Он распорядился усилить разъяснительную работу среди населения, объяснить людям, к чему может привести позднее обращение за медицинской помощью. В первую очередь это касается пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, которые все еще остаются в зоне риска. Также глава поручил не снижать темпов вакцинирования. Он отметил, что активнее всего вакцину получают жители Якутска. Есть ряд районов, в которых следует усилить работу. Объем пособий в 2020 году был увеличен более чем в 2,5 раза в Якутии. Об этом сообщила министр труда и социального развития республики Елена Волкова в ходе ежегодного отчета властей. К примеру, были увеличены размеры минимальных пособий по уходу за ребенком. На первого ребенка в 2 раза его получили более 6 тысяч молодых мам в республике. По линии Пенсионного фонда России были выданы единовременные выплаты на детей до 16 лет. Также по указу главы региона Айсена Николаева выпускники получили поддержку по окончанию школы, а 300 миллионов рублей были направлены на выплаты по социальным контрактам. Первый в России класс «Майкромайн» открыли в горно-геологическом техникуме поселка Хандыга. Это событие имеет важное значение в развитии системы подготовки местных кадров для горнодобывающей промышленности региона. Мария Винокурова с подробностями. В торжественном открытии приняли участие представители горнодобывающих предприятий, Министерства образования и науки, промышленности и геологии республики, руководство Тампонского района, социальные партнеры и образовательные организации, готовящие кадры для промышленности. Компетенции, которые им позволят получить данный класс, да, это позволит им быть более конкурентоспособными в поисках работы, потому что тенденция цифровизации в горной промышленности очень быстрыми темпами идет, и многие компании уже, как мы увидели сегодня, данную программу используют в своей деятельности. Компания «Майкромайн» – ведущий поставщик инновационных программных решений, охватывающих весь цикл добычи от геологоразведки и управления данными до оценки ресурсов, проектирования шахт, планирования и контроля производства. Работа с образовательными учреждениями – одно из преимуществ компании «Майкромайн» в обучении и подготовке молодых специалистов. Мы со своей стороны постараемся обучить преподавателей техникума всем необходимым навыкам и компетенциям по владению Майкромайн, чтобы в дальнейшем они уже могли реализовывать свои программы обучения, программы дополнительного образования, внедрять в учебный процесс рабочих специальностей. В рамках открытия класса Майкромайн проведен круглый стол, на котором обсуждены вопросы происходящих изменений в технологических процессах предприятий в эпоху цифровизации, перспективы и дальнейшее развитие отрасли промышленности, пути реализации дуального обучения студентов техникума на базе предприятий, вопросы наставничества, шефства, заключения целевых договоров. Компания «Геопромайнинг» в Верхней Минкиче, они нам подарили 10 комплектов высокопроизводительных персональных компьютеров, которые мы установили в этом кабинете. Ну и, соответственно, по очень низкой цене купили лицензию на образовательное программное обеспечение у Майкромайн Рус. По итогам встречи ООО «Майкромайн Рус» и горно-геологическим техникумом подписан договор о дальнейшем сотрудничестве. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район.
Цифровая трансформация, благоустройство комфортной среды, реализация программ воспитания. Эти и другие вопросы обсудили работники образования на традиционном совещании в Нерюнгринском районе. Также поступило предложение создать родительский комитет, где стало бы возможным решение всех вопросов совместно с родительской общественностью и педагогическим сообществом. То есть мы прекрасно понимаем, что узким кругом школа проблемы решить не сможет. Здесь должно быть полное общее взаимодействие для того, чтобы дети полно, грамотно получали образование и вышли действительно нужными людьми, которым легко будет в этом обществе освоиться, получить профессию, понимание того, что они хотят делать, и шли к этой цели. В Алданском районе дан официальный старт объявленному в России Году науки и технологий. По традиции символический кубок года перешел от Управления соцзащиты к учреждениям образования. На торжественной церемонии присутствовали наши корреспонденты. Это знаковый момент. Директору Алданского политехникума Алексею Иванову начальник управления соцзащиты Вадим Мазурок торжественно вручает символический кубок. Наступивший 2021 в России пройдет под эгидой науки и технологий. Проектно-изыскательскую деятельность студенты политехникума ведут по множеству направлений. В целом продолжается научная работа у педагогов совместно с обучающимися. Мы на сегодняшний день подали заявки для участия в научных конференциях в город Казань и Санкт-Петербург. Согласно традиции, держателями кубка становятся сотрудники областей, под эгидой деятельности которых проходит год. Символический кубок перешел к учреждениям образования. Году науки в Алданском районе дан официальный старт. Кубки символы – это добрая традиция Алданского района. Они имеют свою иерархию. Один самый большой кубок у нас ежегодно посвящен году, объявленному в России. Кубок поменьше посвящен году, объявленному в Республике Саха-Якутия. Управлением социальной защиты символические кубки также были вручены Департаменту образования и Алданскому медицинскому колледжу. К исследовательской работе будущие медики относятся очень серьезно. В настоящее время они готовятся к очередной научно-практической конференции. Наши ребята очень сейчас сильно вовлечены. Готовимся к ряду проектов на уровне Российской Федерации, где тоже наши студенты будут принимать участие как раз в научно-практических конференциях, заниматься наукой. В прошлом году кубок находился в управлении соцзащиты. В Алданском районе 2 участника Великой Отечественной войны, 1 житель блокадного Ленинграда и порядка 140 ветеранов тыла. 2020, объявленный в стране годом Великой Победы, выдался непростым. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Якутии действовал комплекс жестких ограничительных мер. Однако ветераны не оставались без внимания и помощи. Работу по обслуживанию наших ветеранов мы не перестанавливали, можно сказать, даже не на день. То есть мы были постоянно с ними в контакте. Также с сохранением мер, то есть, соответственно, в СИЗах всех наших ветеранов посещали социальные работники. Российский символический кубок года передан учреждениям образования. Вскоре республиканский кубок года будет вручен медицинским работникам. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. С 1 апреля в силу вступят новые правила сдачи экзамена для будущих водителей. Теперь им не придется заезжать на автодром. Повлияют ли изменения на качество вождения автолюбителей и как будет использоваться оборудованная площадка, смотрите в сюжете далее. Подъем в горку с остановкой – одно из нелюбимых упражнений на автодроме. На этом этапе ни один ученик завалил экзамен. Валентина как раз тренируется, чтобы не оказаться в их числе. Условия комфортные, здесь ни машин, ни пешеходов. Движение задним ходом, змейка, заезд в гараж и параллельная парковка. И так по кругу. Все маневры оттачиваются до автоматизма. Чтобы их запомнить, Валентина проезжает круг несколько раз. Девушка пока попадает в число тех, кто будет сдавать экзамен на автодроме. В принципе, мне кажется, если ты умеешь, если ты знаешь, то без разницы, как сдавать, но на автодроме, мне кажется, лучше. С 1 апреля сдачу экзамена на автодроме отменят. Практические задания ученики будут выполнять на городских улицах. Сам принцип экзамена не меняется. Инспектор указывает направление, дает задание, ученик выполняет. Разницы большой не вижу. Единственное, что тут усматривается, просто сдача будет подольше. Если сейчас в один день сдают автодром, одно время затрачено, потом сдают город. Город быстрее получается. Вот по новым правилам,
все, вместе будет сдавать. В остальном никаких изменений. Первые навыки вождения автолюбители по-прежнему будут приобретать на автодроме, затем закреплять их в городе. Инструкторы говорят, если ученики относятся к учебе ответственно, то и со сдачей экзамена проблем не возникнет. Дарья Боискорова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Выставка якутских ножей и сельхозпродукции проходит в столице республики. Мероприятие посетили не только жители и гости города, но и исполняющий обязанности главы Якутска Евгений Григорьев. Он осмотрел представленную продукцию, товары и приобрел для своего отца нож, изготовленный якутскими мастерами. Евгений Григорьев отметил, что благодаря таким ярмаркам у населения есть возможность покупать свежее мясо и рыбу на постоянной основе в шаговой доступности. Также он сообщил, что необходимо создать комфортное место с павильонами, что будет удобно покупателям и предпринимателям. Подарю отцу этот нож в праздник. Он у меня очень любит строганину резать, и для таких целей, наверное, хороший нож будет. Есть возможность купить продукцию местных производителей, но обычно же у нас бывает, все местное мясо хотим найти, а его трудно найти. Вот возможность такой ярмарки, которая будет находиться в центре города и работать исключительно с продукцией местного производителя, это необходимо поддерживать, это в первую очередь интересы наших горожан. Ученики национальной школы «Сахат» приняли участие в мероприятии «Я – будущий защитник Отечества». В музее имени Ярославского ребята увидели и поддержали в руках оружие времен Великой Отечественной войны. Познакомились с историей настоящего героя народа Саха Федора Попова и состязались в интеллектуальной игре на знание истории. Мы приехали в Якутский музей, и мы посмотрели древние вещи, оружие, потрогали. Основная цель – это, конечно же, помнить о своих героях, знать о них, передавать эту информацию своим, в данном случае ребятам, друзьям, рассказывать, что так интересно можно проводить время в музее. Так интересно, познавательно, так интерактивно. А национальная гимназия АИК-ИАТА отмечает свой 15-летний юбилей. На протяжении 14 лет школа ютилась во Дворце детства и только в прошлом году переехала в новое здание на 203-м микрорайоне. В школе на сегодня учатся более 1500 детей. Помимо высоких показателей в учебе, школьники преуспевают во всем. Активно участвуют в региональных научно-практических конференциях, олимпиадах, культурных и спортивных соревнованиях. В гимназии с якутским уклоном обучения детям прививают любовь к истории и культуре родной республики. В рамках мероприятий, приуроченных к юбилею, в школе открыли творческую арт-зону. Мы следим за развитием событий. Не переключайтесь, носите маски и дезинфицируйте руки.